Испытано на себе. Вот такие глыбы, которые сложно поднимать с помощью лопаты, необходимо бросать в жерло погрузчика руками. Снег за всю зиму спрессовывается, достигает очень толстого слоя, поэтому вот эти глыбы, они достаточно тяжелые. Некоторые попадаются с обледенением, и просто можно сломать лопату, пока ты это все закидываешь в кучу. Поэтому крупные глыбы мы загружаем руками. Видите, какие куски огромные попадаются? Чисто не там, где убирают, чисто там, где не мусорят, гласит народная мудрость. Но даже если вдруг где-то появляется мусор, лишний снег или какие-то ненужные объекты, в дело вступают люди определенной профессии. НВК Саха-Якутия 24, проект «Испытано на себе». Сегодня мы в роли дворника. Профессия дворник сама по себе не такая уж и простая. Во-первых, нужно проснуться достаточно рано, в 6 утра, в 5 утра, совсем как ведущий нашего утреннего эфира «Утро Якутии». Кроме того, нужно иметь определенные навыки, где, как, когда можно подметать, где имеет смысл использовать технику, а где доступ только для человека с лопатой. Как и любой труд, профессия дворника особо важна в межсезонье. Ведь когда выпадает огромное количество снега, наши дворы заполняются сугробами, и иной раз приходится просто круглосуточно, скорее всего, работать, потому что очистить двор нужно к определенному времени, пока это все не растаяло. Летом свои сложности. Это пыль, это песок, это какие-то мусорные отходы, которые иногда попадают на улицу, во двор, вместо того, чтобы быть в мусорных контейнерах. Поэтому, безусловно, профессия достойна уважения. Пожалуйста, уважайте труд дворников, доносите мусорные пакеты в целости и сохранности до мусорных баков, не бросайте окурки, фантики от конфет, и тогда наши с вами дворы, а в конечном итоге наш с вами город станет чище и лучше. Галина Николаевна, здравствуйте! Сегодня такой замечательный солнечный день, и вот здесь происходит какое-то движение. Расскажите, пожалуйста, что сейчас здесь мы видим? Во-первых, я хочу представиться. Я работаю в управляющей компании замдиректора по общим вопросам. Сегодня мы вывозим снег с дворовых территорий, чистка снег, делаем благоустройство для того, чтобы после зимы, естественно, вывозим снег на Наполеон. Вот. Сейчас у нас работает техника, дворники работают. Вы видите вот нашу работу. Работа очень тяжелая, сложная, трудная. Вот. Поэтому мы стараемся благоустройство, чтобы в дворах было почище, чтобы побыстрее высохли тротуар. Ну, делаем все для собственников нашего дома. Замечательно. А скажите, пожалуйста, вот я вижу, здесь процесс идет очень механизированно. Примерно на такую территорию какое количество дворников с лопатами и какое количество техники нужно вывести, чтобы это прошло быстро? Ну, для такой дворовой территории, для 2 подъездов, достаточно 2 машины по 20 кубов и, естественно, с
спецтехника и 2 дворника. Это достаточно для того, чтобы действительно убрать, привести в порядок двор и вывести снег. А скажите, пожалуйста, а вот насколько процесс ручного труда с лопатой сейчас имеет значение, насколько он важен? Потому что мы видим, как все механизировано. Вот достается ли какая-то часть работы именно ребятам с ручными лопатами? Конечно, дворники – это самое первое лицо на объектах, где механизация не может где-то взять этот снег. Естественно, они все вручную. Например, вот ограждение. До ограждения вплотную подходит спецтехника, оттуда уже без дворника мы же не можем обойтись. Они обязательно все откидывают снег. То есть просто Вот. опасно вплотную подъезжать Конечно, и нужно конечно. подгребать именно ручными. Да. Поэтому без наших работников нам не обойтись. Как бы не хотела техника, но есть такие места, которые техника не может ни достать снег, ничего. Поэтому вся работа выполняется. То есть работа лопаты — это такого своего рода ювелирная работа, когда Ювелирная можно работа, подлезть да. куда-то, где сложно подогнать технику. А такой вопрос: что предпринимается, как вы боретесь, даже может быть не боретесь, а как поступать с машинами, которые в этот момент припаркованы во дворах? Насколько это частое явление, и вот что происходит, если нужно убрать территорию, а, допустим, какая-то машина там зимует или остановилась? Вот что в таких случаях предпринимаются? Мы предпринимаем, управляющая компания наперед, на день, даем объявление, сбрасываем, у нас группы есть WhatsApp, которые мы предупреждаем собственников, чтобы они убирали технику. Но, конечно, есть недобросовестные. Говорит, пойду чай попить, и вот оставил машину и пошел. Поэтому мы ждем где-то, я фотографирую, информацию передаю ГАИ, ГИБДД. Они тоже нам помогают. Они звонят владельцу, владелец выходит и отгоняет машину. Ну, вы видели, что есть и замороженные машины, которые стоят. Вот. Ну, что теперь поделаешь? Мы техникой аккуратненько Приходится вокруг их машины обходить. обходить и аккуратно вывозим снег. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание, если вдруг вы обнаружили в почтовом ящике или в каких-то группах вашего подъезда, вашего дома информацию о том, что нужно просьбу убрать автомобили, так как будет производиться расчистка территории, пожалуйста, не пренебрегайте этим. Убирайте вовремя свою технику, и тогда везде будет чище, и ваша техника будет, в общем-то, в безопасности. Это очень важный момент, когда все друг друга понимают, идут навстречу, и таким образом ваш двор может стать гораздо чище в более короткие сроки. Да. Испытано на себе. Отъехал автомобиль, и здесь образовался небольшой неубранный островок, который сейчас нужно срочно зачистить. Сейчас мы подгоним сюда погрузчик, потому что вот эти несколько квадратных метров неубранного, неочищенного, спрессованного снега выглядят не очень эстетично. Конечно же, такое допускать нельзя, и это нужно срочно ликвидировать.
испытано на себе. Мы видим, как на помощь обычным труженикам лопаты и метлы приходит тяжелая техника. Дело в том, что когда в процессе участвуют погрузчики, самосвалы, это происходит гораздо быстрее и серьезнее. Посмотрите, огромный ковш, в котором, наверное, 3 куба снега. И единственное, что остается сделать людям, это просто лопатами подгрести снег из таких труднодоступных мест, как, например, рядом с автомобилем, рядом с перилами, рядом с какими-то препятствиями, мимо которых трактор, погрузчик не может проехать. Сейчас мы закидаем в ковш остаточное количество снега, и на этом вот этот участок, этот фронт работ будет очищен. Ну, работа, сразу скажу, не из простых. Нужно поднимать лопату, груженную тяжелыми комьями снега. Это все-таки больше физическая работа, поэтому для тех, кто хочет прокачать свои мышцы, в самый раз. Итак, поможем ребятам. Так, давайте разочек попробую. Ага. Я думаю, каждый в детстве чистил снег. Может быть, у себя во дворе, может быть, на даче, может быть, где-то на детской площадке. Да, конечно. И вот эти вот навыки, они, безусловно, помогают. Ведь каждому мальчику хочется поковыряться в снегу, поковыряться в песке. Это все очень здорово делать на свежем воздухе. Вообще очень хорошо, что сейчас не минус 50. Уборка снега происходит в довольно-таки теплое время. И мы здесь просто не мерзнем с вами, да, наоборот разогреваемся. Так, пошла очередная партия снега в кузов самосвала. Сейчас я немножко отдышусь, передохну. И мы начнем уже подбирать немножечко снега, который остался неубранным тяжелой техникой. Что хочется сказать? Работа дворником, конечно же, это непростая работа. Здесь важно наверняка рано просыпаться, вставать с утра пораньше, пока двор не заставлен, например, машинами, пока все люди спят, чтобы не создавать помех транспорту. Так, вот сейчас я вижу, здесь подъезжает погрузчик. Один момент. Воу.
Евгений Георгиевич, Да. конечно, очень неловко отвлекать вас от работы, ведь каждая минута работы это дорога, но тем не менее несколько вопросов мы бы хотели вам задать. А скажите, вот во сколько начинается рабочий день дворника? Во сколько нужно подняться, чтобы успеть все сделать? Ну, это смотря от прогноза погоды в основном. Если ожидается большой снег, то стараемся пораньше. Даже бывает в 4-5 утра, чтобы успеть не утоптали, чтобы там люди, да, чтобы легче было выбирать. А так обычно часов 7-6, так это обычный подъем наш. И в итоге сколько у нас получается тогда рабочего времени в течение дня? До которого часа вы работаете? Ну как, если шустро будешь шевелиться, то объем работы выполнишь, можно пораньше. А иногда, когда много работы, бывает и до 3, до 4, вот с 6 утра до 3, до 4, до 5 бывает иногда. То есть, по сути, получается, это ненормированный рабочий день, есть какой-то объект, есть план на день, и вот вам нужно его придерживаться. Не за один выход, а может пошел, чайку попил немножко, и потом дальше продолжаешь работу, да, чтобы закончить намеченный план свой, выполнить. Прекрасно. Вот, кстати, к вопросу о чайку попил. Как организуется обед? Ведь вы же большую часть проводите на свежем воздухе. Каким образом осуществляется вот питание в этот момент? Как покушать? Ну, домой, как обычно, на обед. Вот зашел, там готово все, покушал и обратно вышел. Замечательно. А на ваш взгляд, сложнее заниматься уборкой территории зимой или летом? Вот какие особенности уборки территории летом и зимой? Что хотелось бы сказать? Зимой, в некоторые дни, когда снегу нет, нормально, легче. Там чуть-чуть. А летом надо больше территории обходить, потому что там на соли, тут в основном тротуары, а проезжую часть мы не смотрим. А летом приходится всю территорию обходить. Там окурки, бумаги, все это. Специфика совсем другая. Вам больше нравится все-таки зимой работать, когда вот солнышко, свежо, снежок кругом, или летом, когда мне тепло? Мне нравится, когда все перемены года, все нравится, чтобы надоело со снегом возиться, перешел. Это разнообразие в труде получается. Да. А вот что вы делаете, когда погода совершенно, скажем так, нелетная, когда на улице ливень, какой-то шквальный ветер? Вот работаете ли вы в такие моменты? Нет, нас никто не принуждает в грязь месить, там щеткой будешь по грязи. Нет, ждем, такую погоду пережидаем, и когда все подсохнет, и подметать лучше, и видно, что там. Да, просто приятнее работать в эти моменты, конечно, получается. Ну да. Мученики такие. А скажите, сколько лет вы уже на этой работе? Вот сколько у вас стаж, можно сказать? Десяток лет уже, да. Где-то около 10 лет. Ого, и вот все, занимаетесь дворами, облагораживанием территории, да. Это все, то есть получается, это ваше... Летом бывает нам еще, мы высаживаем цветы, поливаем, вот такие добавочные. Это все входит в обязанности дворника, когда нужно еще ухаживать за территорией? Добавочно оплачивают это вот труд, просто что там, землю привозим, клумбы облагораживаем. Прекрасно, все, что связано с дворовыми территориями. Иногда покраской даже занимаемся, вот. Бордюры красим, то еще. Ну, тоже нам это немножко наряд оплачивать. И как бы, понятно. Да. Я видел, что вы приехали на эту локацию на велосипеде. И вообще видел вас в городе неоднократно, передвигающегося на велосипеде. Расскажите, как вы к этому пришли, насколько это вам нравится, и вот почему именно велосипед? Я уже, наверное, лет 20 на этом велосипеде. На дачу на велосипеде езжу. И в любой мороз. 50 градусов, сколько, я все равно езжу на велосипеде, потому что считаю, что это лучший вид транспорта. Никаких пробок, ничего. И по городу ездить одна благодать. Короче, выручает, время выезжает. Гораздо быстрее получается передвигаться. И плюс еще, наверное, это для здоровья полезно. Да, для здоровья, просто. Ну, объекты у нас далеко иногда друг от друга находятся, да. Поэтому я считаю, что это лучший вид транспорта в черте города. Чтобы доехать, например, если автобус ждать, да и машину заводить, или что, это очень муторно и хлопотно. А это очень удобный вид транспорта. Советую всем. Советую всем на велосипеде. В любой мороз можно ездить. Неужели прямо в минус 50, в минус 45 вы передвигаетесь на велосипеде? Да. Передвигаюсь, и от этого нисколько не страдаю. Наоборот, это как зарядка получается.
Ну, считаю, что советую всем. Я и своим этим коллегам, ребята все, глядя на меня, все приобрели велосипеды, покупили. Да, и время выигрываешь, очень удобно. Здорово, прекрасно вообще про велосипед. Испытано на себе. Вот именно в таких труднодоступных местах, смотрите, рядом с бордюрами, рядом с ограждениями, где техника не может точечно подъехать, вот именно здесь вступают в дело ребята с лопатами, с метлами. Вот, смотрите, вот эти вот бордюрчики. Так, ага, вот это вот сметается вот сюда. Происходит вот таким образом. Сметается к бордюру все мелкие кусочки снега. Вот, видите, как мы прекрасно работаем в паре. То есть у меня уже напарник появился. Так. Необходимо, чтобы не осталось ни малейшего кусочка снега, потому что он будет в любом случае таять и создавать лужицы, что в конечном итоге приведет к обледенению и, соответственно, к опасному перемещению. Фу, слушайте, тяжело махать лопатой и метлой, еще и в одежде. Так, вот это вот все чуть-чуть очистим. Вот, и вот то, что здесь маленькие крошки належали, нападали, мы это все сюда убираем. Так, мне нужна лопата. Так. Вот, мне уже сказали, что я молодец. Можно подрабатывать дворником. Видите, все это необходимо скучковать в одну большую кучу, чтобы погрузчик мог это зацепить. Опа. 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 Очень легкий и удобный инвентарь у современных дворников. Например, вот эта пластиковая лопата, она практически ничего не весит. Тем не менее, у нее огромный ковш. Таким образом, территория, площадь захвата снега гораздо больше. Можно прям целыми охапками, кучами складывать снег. Обратите внимание также на ручку. Она удобна тем, что можно держать в разных положениях руки. При постоянной работе, когда вы целый день машете лопатой, конечно же, важна возможность использовать разные захваты. Так называемая эргономика рабочего инструмента. Плюс она оранжевая, не потеряется где-то в снегу, в глубоком сугробе. Но, тем не менее, обратите внимание, бывают вот такие огромные ледяные глыбы, которые невозможно поднять лопатой. И здесь я видел, ну и мне посоветовали ребята, такие вещи просто, опа, забрасывать руками. Оп. Мне кажется, что в этой работе задействованы все группы мышц и ноги, потому что ты постоянно приседаешь, двигаешься. И в первую очередь руки – это своего рода тренажер. Бесплатный тренажер, в данном случае на свежем воздухе. Здесь снег рыхлый, его легче гораздо поднимать, бросать, но тем не менее от того, что мы его уберем, станет всем гораздо легче. Мне тоже кажется, что зимой гораздо приятнее работать. Во-первых, белый снег, он как-то вот радует, настраивает на позитив. Мне тоже кажется, что зимой гораздо легче и приятнее работать, потому что снег белый, как-то приятно это все происходит. Свежий воздух, тем более сейчас такие солнечные дни стоят, что просто само по себе пребывание на свежем воздухе это уже здорово. А когда ты делаешь что-то чище, приятнее, приносишь пользу, это вдвойне полезнее. Если бы у меня был свой частный дом и двор, скажем, соток так 7-8,
которые бы периодически приходилось очищать от снега, то я бы, наверное, был уже очень прокачанным и в физическом, и в моральном плане дворником. Дворник, дворник, метет, скребет и тащит. Дворник, дворник, парень работящий. Дворник, дворник, скребет, метет и тащит. Так, мы поменяли инструмент на вот такую вот метлу-щетку, потому что мелкий снег убирается только ей. Вот эта вот снежная пыль, кусочки сметаются только благодаря специализированной швабре-метле. Вот эти вот наледи, возникшие, скорее всего, от автомобилей припаркованных, их наверняка тоже как-то отдалбливают. Сейчас выясним, как. Фух. Вот такие вот наледи, которые образуются на тротуарах, отдалбливаются либо ломом, но лом мне не доверили, слишком опасный травматичный инструмент, либо, как подсказали, просто посыпаются солью для того, чтобы они как можно быстрее растаяли, растворились. Также временная мера — это посыпать песком, тогда они, по крайней мере, не будут скользить. Испытано на себе. Иногда в профессии дворника можно найти что-то такое эстетическое, поймать дзен, пока работает техника, сотворить что-то необычное, потому что снег — это ведь временное явление, совсем скоро он растает и исчезнет из нашей жизни до следующей осени, а сейчас есть возможность с ним немножко поиграть. Вот, ну вот, развалили мою башню, так как необходимо уже загружать эту кучу. Увидели, что в наше время труд дворников существенно облегчается механизированными возможностями. Экскаваторы, бульдозеры, погрузчики. Все это позволяет быстро и качественно убрать большую территорию. Но тем не менее, когда дело касается труднодоступных мест, какой-то ювелирной работы, ребята с лопатами, с метлами просто незаменимы. Уважайте труд дворников, друзья. Не сорите, не мусорите. Пусть будет чисто. Испытано на себе.